Добрый вечер, дамы и господа. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан представляет первый концерт абонемента «Филармонические сезоны». Сегодня с оркестром выступят яркие музыканты нового поколения, которые с честью представляют Башкортостан на лучших сценах мира. Блистательные солисты Артур Назиуллин и Рустем Хамидуллин. Дамы и господа, просим вас на время программы перевести ваше мобильное устройство в беззвучный режим. Благодарим за понимание. Йозеф Гайдн. Концерт для виолончели с оркестром номер 1, до мажор в 3 частях. Для более полного раскрытия художественных образов просим вас не аплодировать между частями концерта. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Солист, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат международных конкурсов, ассистент Высшей школы музыки в Швейцарии Рустем Хамидуллин, виолончель. Дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков.
Карл Мария фон Вебер. Концерт для кларнета с оркестром номер 1. Фа минор, опус 73 в 3 частях. Солист, народный артист Республики Башкортостан, солист программ Московской государственной академической филармонии Артур Назиуллин, кларнет.
Дамы и господа, закончилось первое отделение программы «Антракт».
Дамы и господа, продолжаем программу просветительского абонемента «Филармонические сезоны». Дирижирует и рассказывает Дмитрий Крюков. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы открываем наш проект, цикл абонементных концертов «Филармонические сезоны». И сегодня во втором отделении прозвучит шедевр мировой культуры, титаническое произведение великого Людвига ван Бетховена, его героическая симфония, симфония номер 3. Он написал ее в возрасте 32 лет в 1802 году, и с одной стороны это был очень яркий и во многом счастливый период его творчества. Многие музыковеды говорят, что это начало среднего новаторского периода его творчества. Бетховен уже всемирно известный музыкант, его называли первый виртуоз Вены, он автор 2 симфоний, 3 фортепианных концертов, массы произведений в других жанрах. Но с другой стороны, это глубоко трагический период в его жизни, потому что именно в это время он узнает, что его прогрессирующая глухота в последние годы – это неизлечимое заболевание, и рано или поздно, в течение нескольких лет, он оглохнет полностью. Он, конечно, находился в определенном отчаянии, в это время он уединяется летом в поместье Хайлигенштадт, и вот такое письмо пишет своему другу. «Еще немного, и я покончил бы с собою». Представляете, композитор такого масштаба понимает, что он скоро оглохнет. «Меня удержало только одно – мое искусство. Ах, мне казалось немыслимым покинуть свет раньше, чем я исполню все, к чему я чувствовал себя призванным. Даже высокое мужество, вдохновлявшее меня в прекрасные летние дни, исчезло. О, провидение, дай мне хотя бы один день чистой радости». Вот в таком состоянии он принимается за написание этой симфонии. Необходимо понимать, что, безусловно, великие творцы в искусстве, с одной стороны, находили вдохновение, да, но с другой стороны, искусство, и в данном случае музыка, это средство преодоления себя. Безусловно, именно так было для Бетховена, и то, что он в будущем скажет про 5-ю симфонию, он скажет, что «я возьму судьбу за горло», дословно. Мне кажется, уже здесь отчасти это проявляется, несмотря на все обстоятельства, он выходит из этой борьбы с судьбой триумфаторами. Это очень ярко слышно в 3-й симфонии. Симфония эта появилась не просто так, не с чистого листа, по свидетельствам его друзей, это можно прочитать в письмах. Идею эту, написание просто героического произведения, подкинул, как говорится Бетховену, великий французский генерал Бернадот, герой. И он сделал это в 1898 году, еще за 4 года до написания, сказал Бетховену о мысли написать героическое сочинение. Например, 2-я часть «Траурный марш», также по свидетельствам друзей Бетховена, написана им под впечатлением от смерти другого героя, английского генерала, который погиб от ран, полученных в сражении при Александрии. А на 1-м титульном листе изначально значилось посвящение Буонапарте, было написано, то есть Наполеону Бонапарту. И по свидетельствам очевидцев, друга Бетховена, тоже это можно прочитать в письмах, когда Бетховен узнал, что Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором, он пришел в ярость, сказал, что и этот человек такой же, как все, это примерное содержание письма, он тоже будет пользоваться своей властью и станет тираном. И тогда Бетховен разорвал это посвящение симфонии, и с тех пор она числится просто как героическая симфония. Однако в 1-м издании «Голосов» значится посвящение князю Лобковицу, с которым Бетховен был очень близок, и считается даже, что в поместье этого князя прошла частная премьера этой симфонии. Однако уже официальная премьера для широкой публики состоялась в 1804 году в знаменитом театре Андервин, но, к сожалению, премьера прошла очень плохо, безуспешно. Бетховен, по свидетельствам очевидцев, даже не стал кланяться. Ромен Ролан, великий французский писатель, говорил о том, что тот шаг, который делает Бетховен от 2-й к 3-й симфонии, является гигантским даже для самого Бетховена. Это невероятное новаторство. Вообще считается, даже когда я учился в консерватории, это весьма спорные утверждения, но считается, что вот с 3-й симфонии и в поздних Бетховен довел до совершенства сонатную симфоническую форму, что многие считают даже, что после Бетховена она уже начала распадаться, да.
но тем не менее это совершенство было слишком радикальным для публики того времени по массе параметров. Во-первых, по гармоническому, мелодическому языку, по самой мысли, по конструкции, расширению формы, по самой длине симфонии, она длится от 45 до 50, даже с лишним минут, то есть это очень много по меркам того времени. В рецензиях говорили о том, что это какофония вплоть до такого. Многие люди уходили уже на первой части, не могли выдержать это, падали в обморок. То есть, конечно, какая-то часть публики восприняла симфонию, но Бетховен даже не стал кланяться. Однако потом он говорил насчет длины произведения следующее, что он говорил: когда я напишу симфонию, которая длится целый час, героическая покажется короткой. Мне очень нравится это высказывание. И действительно, 9-я симфония идет больше часа, где-то даже час 10. Но тем не менее, 9-я безусловно, но 3-я героическая симфония, которую вы сейчас услышите, это уже нечто такое, из чего возьмут вдохновение в будущем великие титаны симфонической мысли, такие как Брукнер, Малер, Шостакович и многие-многие другие. Бетховен, конечно, оказал влияние на всех композиторов, которые жили после него. Формально философскую сторону этой музыки могли бы отражать события Великой Французской революции и то, что было после нее. Но необходимо понимать, что такие титанические творения, которые будут являться достоянием человечества еще многие тысячелетия, они, по большому счету, вне конкретных событий, они выше этого и идут гораздо глубже. Так, первая героическая, по-настоящему часть, очень знаменитая, она может восприниматься не просто как борьба внешняя, но внутренняя борьба человека, попытка преодоления самого себя. Вторая часть – траурный марш. Конечно, это траурный марш, но он тоже может восприниматься как глубокий реквием в целом по всем событиям, когда-либо происходившим с человечеством. Третья часть – это впервые в симфонии появляется конкретно радостная музыка, некое отражение счастья, которое может быть все-таки в этом мире. И интересно, что в третьей части используется трио валторн, которые имитируют охотничий рог. Очень интересно, что 3-я симфония, 3-я часть и 3 валторны. Когда мы учились, это очень такой показательный факт этой симфонии. Ну и 4-я часть, финал, он написан в форме вариаций. Причем поначалу кажется, что тема, которую Бетховен, кстати, в других произведениях впоследствии использует, она какая-то странная вначале, кажется, для такой монументальной симфонии, слишком миловидная, слишком простая, как будто даже несерьезная. Но то, как он разрабатывает ее, что он делает с этой темой, до какой драматической кульминации доходит эта музыка в середине части, это может оспорить даже драматизм самой первой части симфонии. Но в конце, перед кодой, мы слышим гимнический эпизод. Мне кажется, это во многом прототип того, что будет в 9-й симфонии, когда хор поет «Обнимитесь, миллионы». Здесь это без хора, но все-таки оркестр играет такую музыку, которая отражает победу всего самого прекрасного. И, конечно же, сама кода произведения после этого гимнического эпизода, ее можно воспринимать как определенную победу духа, победу Бетховена над судьбой. Хотя, безусловно, в философском смысле эти смыслы, эту разную взаимосвязь частей постигнуть до конца абсолютно невозможно, и каждый может прочувствовать это индивидуально. Итак, Людвиг ван Бетховен, симфония номер 3, героическая в 4 частях. Убедительная просьба не аплодировать между частями произведения. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Большое спасибо.
Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами и с Бетховеном. Мы приглашаем всех на концерт, который состоится 29 сентября. Здесь, в ГКЗ Башкортостан, будут выступать солисты нашего коллектива. Будет потрясающий вечер, солисты Госоркестра Республики Башкортостан. Всех ждем в 19 часов 29 сентября. Большое спасибо от всего оркестра. До новых встреч!